я Лиза. Сегодня зайчика. У нас было сохранение. Сейчас. Можно ли? Вот, все. Можно теперь шоколад? Ну ладно. Там в поле кто-то танцевал. Черная фигура едва различила на фоне темного леса. Залитые лунным светом они резко подпрыгивали и придали к сугробам, катались в снегу и ползали на четвереньках. Я просто... А за сколько тут кадров в секунду? В минуту. Я представляю, как они рисовали снег. И каждую секунду падает. Художники, а вы просто бедные нервы. Мне вспомнилась история о волках, играющих под луной. Но это были не волки. Это был по-любому разное животное. Вижу медведя. Волк? Походу. На волка похоже, да. Сова. Так, давайте по порядку. Это волк. Это медведь. Лиса. Там было белое. Нет, вот лиса, это зайчик, а это сова. Все. Они встали на ноги, водили хоровод, сдымая их из снега. Остались в мраке и появились вновь. Творилось что-то странное. Блеск теней в белой тьме расположил воображением и одно время, но гоняло тревогу. Сегодня будет маленькая серия. Сразу говорю. Вдруг музыка стихла. О, это жесткий момент. Танцующие застыли, и я готов был покляться, уставились на меня. Так, давайте сразу рассмотрим. Это какой-то зайчик, у него хвост, либо вне вот зайчик, вот лиса. Лиса — это какая-то сова, медведь и волк. Внезапно одна из фигур отделилась от странного карнавала теней и ринулась по полю мощными прыжками в расстояние. Сейчас скример будет. Их 4 уже. И еще одна. Ладно. Сколько не оставляла минут русла на стене. Настя, пока угольная тень дома не пробудила ночное существо старое. Сердце заметилось птицей в клетке. Так странно. Так, мы в комнате. Нормально. Это твой, да? Я прыгнула к кровати, успев в комнату выдохнуть шторы. Меня видели. Захар катился ледяным потоком. То я в темной комнате, я услышал, как снаружи возится и скрипится местный гость. Он мечется по двору, выискивает вход. Звук ушел вправо. Обогнул дом, сейчас гость кажется на пороге. Я кинулся в постель и укрылся с головой, словно одеяло могло меня защитить. Страх сковал мышцы. Я вдруг снова вспомнил о похоронах, как бабушка лежала, скрестив руки с нашими чертами, лицо похожее на восковую куклу, а по ножкам стульев, на которые грузили гроб, ползли муравьи. Случайно не видится.
когда были смущенные глазками яблоко, шевельнул себе. Юля вновь увидела внуку. Там на паханах я повторял мысленно слова заговора, которому она меня научила. Лежа под одеялом, прислушивая к скрипу и бою, я шептала эти слова. Так вот, Тон говорит, на острове Буяне в синем океане стоит домовина, в ней Сало и Полина, волосы седые, чертям еда, агава, Боже, Антона не тронут никогда. Бесы забудут дорогу к дому, мертвое к мертвому, живое к живому. Непонятного шума утихли. Я осторожно высунулась под одеяло, чтобы увидеть, как под потолком, словно висельник, колышется штора. И тут ночь ошпарила меня новой порцией кипящего ужаса. Звук резал по ушам. Я немного звук прибавлю, потому что я не слышала, без звука играл. Что-то царапало входную дверь быстро, когтями полотнутая пропустительно. Дверь уперта. Папа стал осторожным и вкрутил верхний замок. Помню, как он долго и напряженно выглядывал лес, словно вырезка кого-то. Мертвому к мертвому, живое жив к живому. Я поджал колени, уткнулся в них походком и осветил взглядом комнатную дверь, такую хлипкую и слабую перед мной темнотой. И вдруг мне стрёмно. Ну, хотя я играл и похуже, это страшнее, поэтому мне все равно странно немного. Странно. Одна ручка робко повернулась. Так, не странно. Потому что ты резко скрипя и подметил мне звук ключом. Если без звука, то мне посрать будет. А так странно. Затем я не секунд, поэтому со звуком. Затем дернулась рукой, будто кто-то пытался открыть дверь, не было рук. Ну блин. Ручка вновь кивнула и неожиданно защелкала бешено. От страха у меня свело челюсть, мокрые пальцы комкали одеяло. Пожалуйста, хоть бы не скример. Дверь раскрепела и отворилась. Дом вновь стонал ветром, стонал водостока. Сейчас ты увидишь. Дверь распахнулась. Тьма кишала в прожарливой пасти проема. Неизвестность. Так. Это уже не скример. Словно сама ночь обращалась ко мне. То хлопая черными крыльями, то скрипями в половине комнаты я дрожал в коне и ждал, когда я счеркнул фигуру, вступит кто-то соткал паутину. Тоша, мышцы живота выныли, крудовая корятка разграли, готовая выпустить отчаянный вопль. Но прежде чем я закричал, темнота спросила: ты спишь, Тоша? Ё-моё! Оля, ты меня напугала. Бледное лицо сестры выплыло из густой тени. Я готов был вскрикнуть от облегчения. Я тоже. Оля, я не сплю. Что случилось? Носик Коли сморщился, а нижняя губа — верный признак, что с секунды на секунду сестра расплачется. Она опять полетела и пялится на меня. Пялится на меня. Это я как понял, она про совы. Да, кстати, сова тогда вроде улетела. Вроде да, сова.
Она опять прилетела и опять на меня. Прогони ее тоже, прогони, пожалуйста. Это страх только что Саша меня уполз и притворился в ее животе. Я обязан был успокоить Олю. И надо ложиться. Это был сон. Глупо, не пугайся, сны не кусаются, никто тебя не обидит. Нас спихнула. Оля спихнула. Она изо всех сил пыталась меня. У меня есть идея. Пойдем к тебе в комнату. Видик посмотрим, спящую красавицу, например. Тебе же она нравится, этот мультик. Почему спящая красавица принесла мне это страшно? Ну не знаю. Кто застал Господь? Ладно, давай посмотрим, золушка. Мысли путались, расплывшись. Что это было? Что высмеялась меня? Лихорадочно. Танцуй под луной. К оконному стеклу прижалась тьма, и ее не обманешь старыми бабушками договорами. Поведешь, предложил вместо себя ящик соломы, глиной с рамшинами, седыми колосами. Тоша, ты идешь? Да, сейчас. Я напугался. Типа, когда я пугаюсь, мне типа сейчас ночь, и типа родители спят, поэтому я не так хотел пугаться. Хотя бы лицо знал. Но я очень сильно испугался, когда увидел. Ну все, скример, что будет, и верил скример. Че, уже утро? Это типа сон был? Да чего за сны? Вот почему утром мне совсем не хотелось смеяться над Олей и ее собой. Кто мог прийти к нам в этой глуши? Мы ведь здесь никого не знаем. Настырные какие-то в прихожей зазвучало неразборчивые голоса. Подмыла, спряталась. Шкаф под стол. За занавеску, куда любим прятаться Оля. Тоша, подойди-ка сюда. К ногам, словно гири, привязались. Я поплелся в коридор. Полицейский, вам что надо? Идите в пень. Фу на вас. Понтига, крестик. Какая-то игрушка еще. Да, смотрим коридор. Типа тут лестница, тут какая-то дверь, я как вижу. Игрушка. Лампа там. Понял, кухня, наверное. Тут всякие еще комнаты, там улица. Ну, давайте дальше. Два милиционера возвышались на пороге. От них пахло морозом и тревогой. Мама, завидев машины с мигалками, обычно кривилась и ворчала хуже бандитов. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся, Вова и зовут. Глянь, пожалуйста, ты его не видел? Милиционер протянул мне фотографию. Так, где фотография? Вот этот милиционер, а вот фотка. Ну, фотка сделана как в СССР, я как понял, здесь приходят времени. Потому что ковры всякие, кот и такая прическа тогда была модна. Блин, что я сейчас озвучила, можно было тупо прочитать. Эти паренек лет 8 был лет 8. Ему вроде не 8 лет, ему вроде 12, насколько я помню, по прохождению одного человека. Рыжий паренек лет 8 был запечатан на фоне ковра. Он держал на руках полосатую кошку и широко улыбался. Вот эта улыбка, кто понял, тот поймет. Нет, точно, посмотри внимательнее. Милиционер. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю, да и из дома то почти не выхожу.
А может, видел в окно? Да, у тебя видел, когда налез в окно. Опять скример. Нет, не видел. Голос его был устал. Я опять два раза. Блин. Голос его был устал, моего взгляд, что я могу сделать так? Нет. Долгий, невыносимо тяжелый, он смотрел на меня, как будто в чем-то подозревает. Его тень падала на меня, и я невольно смотрел под весом вины. Ой, я думал, что игра вылетит уже. Наконец, оторвав от меня взгляд, милиционер бегло смотрел в прихожую лестницы и трещины на потолке, которые я почему-то до сих пор не замечал. Милиционер, вы, кстати, как в новом месте побыли уже? Понемногу, только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит, из местных вас никто не беспокоит. Все хорошо, спасибо. Подняться. Серые глаза милиционера вновь впились в меня, от чего-то голова закружилась. Может, вам помочь как-то? Я спросил неуверенно, чтобы показать себя воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Юморист, разрывная, юморист. Ты малец на пляшке маленького похож, на племеша моего похож. Шустый парнишка, твоих лет, с таким же окулярами. Всех книжки зачитает детективами. Когда летом погостишь, приезжай, говорил, что в школу милиция мечтает поступить. Как я хотел людям помогать, смекаешь? Мне стало неловко, будто передо мной стоял участковый кто-то из дальних родственников. Ох, ребятушки, сидите-ка вы лучше дома, не ввязывайтесь ни во что. Жизнь сейчас совсем другая пошла. Мамин голос был холоден. Все, давайте уже. Типа здесь фотографии, и там было вообще не похоже. Вообще. Наверное, сейчас превьюшку могу сейчас сделать так. Все, сделал превьюшку. Возможно, такого будет, а возможно, другая. Мне ли не знать. Ну да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? В 6-м. Друзей-то на новом месте еще не завел. Да блин. Я как понял, ты мне сказал. Тогда вот вам не на всякий случай мой номер. Звоните, если вы знаете что-нибудь, да? Все, давайте уже валить. Милиционеры ушли, унеся за собой тень и запах дешевого одеколона и фотографии улыбающего мальчика. Дверь закрылась, идите в жопу. Но его лицо все еще стояло перед моими глазами. Я думала, какого мы сейчас там, совсем одному. Там. Почему-то я представлял лес, качающий на ветру. Какого его бедным родителям. И что оба делали мои, если бы я попал? Плакали, бились в истерике. Или оба винили бы друг друга, как обычно, со временем и вовсе забыли. Мам, а Вова этот в нашем лесу заблудился? Выходит, что так, бедный ребенок. Так, тут дорога как бы из окна вот так вот идет. Тут все-таки два милиционера как стример выходят. Я выглянул в окно на дорогу. Милиционер УАЗик укатил к деревне. Ковыряя способ коляску подоконником, я почему-то подумал о племяннике участкового. Тут же вспомнили детские детективы из серии «Черный котенок», которые я сам прочитал за лето. В них обыкновенные школьники расследовали разные таинственные дела. Улики шпионили за всякими подозрительными людьми. А после захватывающих приключений бац, и раскрыли запутанное дело. Становились местными знаменитостями.
знаменитостями, и должны быть родители ими страшно гордились. Тут на голове будто щелкнуло. А почему бы не начать собственное расследование? Может, найти туда от вашего мальчика. А там награды дадут, вот Оля радуется. И не только Оля, мама с папой. Вдруг они на меня время будут по своей палке. Может, мне даже удастся спасти нас от слова буквы Г. Одеваясь, я фантазирую, как Оля Тамагочи. Одеваясь, я фантазирую, как куплю Оля Тамагочи, а себе плех. Много кассет. А еще целую коробку киндер-сюрпризов. Когда в последний раз родители покупали нам игрушки, осенью, кажется, тогда папа потерял работу, ту самую, которая пелась навязчивой песни. Я смутно представляла, чем заниматься в Бухгалде. Считаю деньги вроде. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей едва хватало на сладости. И один шоколадный батончик папа поделил наполовину мне и Оле. Бывало, я отдавала ей и всю порцию. Как бы сильно мне не хотелось сладкого, она же малявка. Не терпелось скорее отправиться на поиски улик. Пойду гулять. Сила такая, ты чё, охренел? Ага, сейчас. Чтобы потом милиция со своей охраной по дому ходили. Стой. Сейчас превьюху, сейчас делаю превьюху. Все, такая еще превьюха есть. Нравится, когда я суюсь туда, боится, что порежешь лезвие недавно заточенного топора. А Олю вообще не замечаю. Не заманишь в кладовку. Она считает, что там живет бабай. Не поверила. А мне нравится прятаться в шкафу. Слушай, как Оля считает снаружи 3, 4, 5, я иду искать. Все, закрыла. Ну, во двор сразу же не пойду, я пойду на кухню. Тут обратно можно либо открыть. Конечно, открыть. Океан. Открыть. Когда-то бабушка хранила здесь мороженое для меня и Оли, а теперь тут только суповой набор, да, слипшиеся пельмени. Как же они остчели. Наверное, обратно. Мама. Помогать маме было нелегко, забежать из дома не получилось бы. Мам, там что-то с телевизором случилось. Картинка какая-то, тоскливый векан весь в полосках. Без ножа меня режешь. Без ножа меня режешь. До стрелялся вот так своих. Говорила же, посадите мне кинцевой своей приставкой. Где мы теперь мастера найдем? В дыре это я. Может, просто на стойке появилась. Ходи, посмотри, пожалуйста. Есть за снегу, правда, наверное, неполадки. Мама вытянула руки, а фартук собралась в комнату Оли. В комнате давайте быстро обратно, и теперь во двор. Ой, давай. Я открыл калитку и вышел в поле. Осторожно, чтобы мама не увидела меня из окон. Когда я преодолел половину пути до леса, сугробы доходили до колен. Вспомнились ночные страйки. Примерно здесь я видел те силуэты. Заткнись. Здесь они кувыркали, прыгали, музыка заиграла. Знание, гипнотизирующее и увлекающее. В свете две далекие фигуры оказались просто сном. Солнце, давай теперь леснем. Все, давайте. О, было тихо. Так тихо, будто в мире не осталось больше ничего. Ни земли, ни неба, ни родителей, ни Оли. Я, наверное, выключу музыку, а то что-то какая-то херня. Будто время закончилось. Ехать в тупик, в частокол и сосен. Тишина плохо бывает. Духнем смотри-ка. Короче, похрен. Какая-то херня рассказывается.
Вот его костюмчик. Стой. И чё? А, я как понял, за деревом как-то кто-то стоял. Дерево отделилось тень и скрылось из виду. Я до секунды отвлекся, когда вновь посмотрел на то же место, фигуры уже не было. Умерещилось. Долго, очень долго стояла тишина. Я звук вырублю от греха подальше. От греха подальше. Душа знающая близкими. Мои напряжение сердца. Давайте. Ходить, либо не ходить. Бежать. Кстати, конечно, взять контент делаем. Базу. Ну нахер. Беги. Беги, друг. Где? Она не поговорит. Она не понравилась. Беги. Он побежал уже. Беги. Типа тут не понять, потому что тут черно-белая игра. Если ты не дебил, то ты поймешь, что я лучше не буду. То потом еще и банит, то дальше. Я за них, кстати, поменялся. Но не крафтил. Вот, подсказка. Так, ты мне поставить нет. В этом часе есть темноты, ломая пульсы. Ты не сокращаешь расстояние. Многие просто стягивают головы на разумную мысль. Сейчас хватит. Запрос. Утащил чаще не всегда, но был другой голос, наверное, голос разума. Он передавал силу, ускорял бег. Ты сможешь не оставить, не останавливайся. Позади раздался звук такой громкий, что уши заложили. Казалось, отчетная голову мертва. А целая стая тянет на воздух и чуется на страх. Сверху попробовала гигантский край. Это сова. Огромная тень понеслась над поляной. Что-то запутало. Ветер отвечали со всех сторон. Он думал, как человек испуг. Давай быстрее, нафиг. Просто подбеги уже к дому. Подбеги быстрее, беги, не оглядывайся. Помню, вернуться на единицу, рядом стала лаской, как привычные песни. Таково уже 30 минут. Я толкнув на одном месте. Свою ногу я подошел к тому, как вошли в клуб, искать начальник легком. Даже снег умеет так бежать. Если ты высоко мечтать место. Что-то сколько специально растянет. Все силы кулаки. Ну, тогда не исчезло. Летинок из там до поверхности.
одним прыжком я быстрее хочу на тропинке, откуда помчаться дома. Вот у меня тащит этих ножников. Существенно. Я споткнулся от палкой. Загадка. Самый простой, папный подвижный. Волк будет всем появиться. Конечно. Когда на прогулку, я не заметил потерпу походиться. Стук сердца в шагу, и получил руки, и не услышал вдоху кто-то за мной. С той стороны не говоря, а мама запекла. Трехлевным страхом я дернул ручку, да, поддавалась. А в коридоре тут же хлопнул дверь. Доски крыльца тихонько зашипели, то спасенно поднялся по ступенькам, меня соскальзывали пальцы. Никак не получилось защелкнуть замок. Стиснув зубы, я дернул железный набалочник, загоняя запор в проемы бланки. Я торчился на дверь. За ганкой надеял, кто-то стоял. Любое дыхание проникало в дом и накатывало волнами. Отчетливо пахло хвоей и потом. Я, кстати, помню одну хрень на всяких там гуглил, типа у этого Антона, у него типа шиза. Шиза с этими животными и всякой такой херней. И поэтому, кстати, шиза у него типа это это и у сестры Оли. Отчетливо пахло хвоей и потом. Так, стоп. Слишком много уже. Поэтому все, давайте сохранимся здесь. Все. Я сохранился. В меню. Уверен, что хотите вернуться в главное меню. Это не понял, лишь сохранился. Место сохранить. Все, у меня сохранено. Типа вот, я это сегодня записывала. Типа вчера было 4 июня. Ну как, сегодня. Ведь у нас, типа, я записываю это в 1 час ночи. Поэтому не надо мне здесь меню. Да. Я что еще раз пройду. Мне не сложно. Всем пока, дорогие друзья. С вами, как всегда, был я, Береза. Всем пока. Если что, это серия на завтра. Пипец, маленькая серия, кстати. Все равно. Всем, кстати, как выглядит меню на английском? Нормально. Язык. Всем пока, дорогие друзья. С вами, как всегда, был я, Береза. Всем пока.